أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة راية خطاب بالتعاون مع تسجيلات خطاب الإسلامية بالرياض تقدم آهات وبشائر من النيجر. أنقذوا إخوانكم قبل أن تسبقكم عصابات التوصيل وتجار الأعراض. كم يتقطع القلب وأنت ترى البؤساء ولا تستطيع أن تصنع بدا بها الفقر مجتاحا ولم يعد جوها صحوا وماؤها أسن ملح وزادها ينقل العدوى. رغم فقرهم ومعاناتهم قلة إمكانياتهم رغم كل المؤامرة أبناؤهم. А затем, воистину, самая правдивая речь слова Аллаха и лучшее руководство Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и худшие дела — нововведения. Каждое нововведение — бид'a, и каждое бид'a — заблуждение, и каждое заблуждение в огне. Рабы Аллаха, говорит Аль-Мухтар, алейхиссаляту вассалям, верующий по отношению к верующим людям подобен голове по отношению к телу. Он чувствует боль верующих, как голова чувствует боль тела. Рабы Аллаха, за несколько месяцев до Рамадана до нас стали доходить известия о голоде в мусульманском государстве Нигер. Сообщения стали распространяться по мобильным телефонам и средствам массовой информации. В конце концов, перестали молчать и начали передавать новости о смертях детей, взрослых и стариков. Хотя раньше они были заняты передачей новостей о жертвах среди кафиров после урагана Катрина. 1 Рамадана я получил СМС-ку. Как ты можешь разговляться разными видами еды в то время, как твои братья в Нигере не могут найти себе пищу? Они умирают от голода. И я решил поехать туда. Я решил поехать в Нигер, чтобы узнать истинность новостей из этой страны. Слышать новости не то же самое, что видеть все воочию. За несколько дней до путешествия вокруг меня собрались братья, чтобы передать мне деньги от заката и садаки в качестве помощи нашим братьям там и поддержки им в кризисе. Новость о моем отъезде распространилась, хотя я этого не хотел. К нам пришло много денег из заката и садаки, что усложнило мою задачу. Нигер — страна, в которой мы никого не знали и которую до этого не посещали. Изначально планировалось, что мы пробудем в Нигере 7 или 10 дней, но мы остались в нем 25 дней, наполненных событиями, назиданиями и происшествиями. Какова истина этого голода? Насколько достоверны новости? Дорогие мои братья, наши новости, рассказы и ситуации из сердца этой страны. Женщины и дети соревнуются с животными в том, чтобы сорвать листья с деревьев. Это истинные новости у Аллахи, не выдуманные. Плохое положение людей в деревнях вынудило их покинуть их дома и направиться в сторону городов пешком.
Среди них те, кто умер, и те, кто достиг города. Они поселились за пределами города, в домах из соломы и деревьев в самом плохом состоянии. Мы это видели лично. Они не могут вернуться и не получили достойную жизнь в городе. Мы не видели никого, кроме женщин и детей. Мы спрашивали, куда ушли мужчины? Они сказали, они оставили нас, а сами направились в поисках еды и питья, чтобы обеспечить нас. Мужчины ушли и не вернулись. Большая часть этих мужчин, отцов, превратилась в попрошаек на дорогах. Отсутствие мужчин вынудило женщин продавать свое имущество, если оно изначально было. Не осталось ничего, кроме как продать свою честь в обмен на кусок еды для себя и своих детей. Этим воспользовались обладатели слабых душ и жестоких сердец. Они надругались над честью мусульманок за пригоршню реалов или франков. Что касается бедных попрошаек, то я скажу без стеснения. Ты видишь их везде, на всех дорогах и перекрестках. Я забыл сообщить вам, что согласно мировой статистике Нигер считается самой бедной страной в мире. Я расскажу вам об истине, которую я обнаружил, о причине их бедности и почему они находятся в таком положении. Слушайте меня. Уважаемые братья, по распределению Кувейтской благотворительной организации, да воздаст ей Аллах благом, мы начали нашу поездку в Нигер. У этой организации есть представители в столице страны, городе Ниами. Может быть, вы сейчас впервые в жизни узнали, что столица Нигера называется Ниами. Из Ниамия, в которой мы прибыли на Фаджр, после 16 часов путешествия по воздуху и аэропортам, и после того, как мы отдохнули с дороги, началось мое путешествие с моим хорошим товарищем. Мы начали наше путешествие, ездя на машине по городу, в котором стоят лачуги и деревянные дома, чуть не падающие на землю. Мы видели грудных детей, пьющих похлебку вместо грудного молока, потому что молоко кончилось. Вокруг нас собрались маленькие мальчики и девочки. Среди них была девочка, 10 лет. Ее одежда покрывала только ее аурат. Мы сказали, почему эта девочка не покрывается? Ее спросили об этом, и она ответила, что не имеет ничего, кроме того, что мы видим на ней. После этого она заплакала. Хуже этого было видеть маленьких детей, роющихся в мусорках в поисках еды. Что ты думаешь, они могут найти в мусоре бедных и нуждающихся людей? Мы видели детей, занимающихся переноской товара, мытьем машин и других видов работ, некоторые из которых тяжелы даже для мужчин. Я говорю вам о люди Нигера. Ваши дети роются в мусорках в поисках еды. Наши мусорки настолько полны едой, что даже собаки и кошки жирнеют от большого количества еды в мусорных баках. Извините, нигерийцы, ваши дочери ищут одежду для хиджаба и не находят ее, а наши дочери освобождаются от хиджаба или даже от одежды. Что вы скажете о люди Нигера, если узнаете, что у нас покупают футболистов за миллионы ради забавы и развлечения? Что, если вы узнаете, что миллионы реалов были потрачены для поддержки грешников из Академии Стар? Какой позор! Вы умираете, а наш народ играет. Музыканты и артисты танцуют. О, люди Нигера! Если вы были в американской Луизиане или в Лос-Анджелесе, вас бы покрыли подарками и подношениями, бесплатными баррелями нефти. И СМИ соревновались бы в том, кто больше передаст новости о вашем положении. Но нет, валлахи.
Есть те, кто плачет о вас, чувствует вашу боль, слышит ваши стоны. И если бы мы открыли двери и предоставили возможность, они бы поддержали вас. Мы, в Аллахе, не забываем вас в дуа, закатах и садака. Несмотря на бедность и бедствия, которые мы видели с этих смуглых лиц, в которых поглядывает усталость и голод, не сходит улыбка. Несмотря на бедность и бедствие, они смелый мусульманский народ. Когда несколько лет назад увеличился произвол евреев, и люди начали интифаду, в которой они сражались с евреями камнями, люди Нигерии не стали на это смотреть. Они возмутились и заревновали. Они вышли десятками тысяч, поддерживая свою религию и своих братьев, пока их правительство не было вынуждено прервать всякую связь с правительством обезьян и свиней. И все дипломатические отношения прерваны до сих пор. Что касается их исламских чувств, то они очень сильные. Проявления ислама видны в их жизни и отношениях. Их мечети заполнены днем и ночью. У Рамадана в Нигерии другой вкус. Нигерийцы — люди уразы и намаза. Они соревнуются в чтении Корана и заучивании его наизусть, в раздаче еды, невзирая на их бедность и нужду. Наступили 10 последних ночей Рамадана, когда мы были там. Мы видели крайне удивительные вещи. Большая часть мечетей в Нигерии, или даже все они, прочитывают Коран в таравихе 1, 2 или 3 раза в течение Рамадана. Намазы длятся от Иша до Фаджра. В начале этих 10 дней мы посетили деревню, которая находилась на границе Нигера с Бенином, которая называется Маланвиль. Мы посетили ее по приглашению тамошней организации, которая называется «Помощники Сунны». Клянусь Аллахом, они действительно были помощниками Сунны. Природа, деревни, исламская. Это видно. Голоса, читающие Коран, доносятся из деревянных домов в любой час. Нет музыки или песен. Аяты Ар-Рахмана повторяются везде. Мы прибыли к ним после Магриба. Они дали нам ифтар. Потом мы помолились с ними Иша и Таравих, час или больше. Потом их шейх сказал нам: сейчас отдохните, потом помолитесь с нами Киям. Мы начнем в 12, иншаллах. Я спросил: когда вы заканчиваете? Он сказал: мы будем молиться, сколько пожелает Аллах. Я спросил: это значит примерно до какого часа? Он ответил: обычно мы заканчиваем в 5 часов, незадолго до адана на фаджр. Я сказал своему товарищу: субханаллах, 5 часов кияму лейль. Как мы сможем это? Он ответил: у Аллаха просим помощи. Когда наступило 12 часов ночи, мы были с ними в мечети, которая была заполнена молящимися, молодыми и старыми, стариками и детьми. Число людей, которые были снаружи мечети, было больше тех, кто внутри. Для женщин было постелено в другой стороне мечети. Нашими имамами были 2 юноши. Мы не слышали более красивых голосов и чтения Корана. Часы полетели, что мы даже их не почувствовали в прекрасной атмосфере имана. Были те, кто проходил мимо молящихся и поил их водой. После перерыва на полчаса они потребовали от нас сказать им речь в качестве напоминания. Один молодой юноша стал переводить. Среди них есть те, кто хорошо и в совершенстве говорит по-арабски. Мы не слышали от них других слов, кроме как «Ля иляха илля-Аллах» и «Аллаху Акбар». Потом мы продолжили киям до 5 часов утра. Никто среди них не заскучал и не устал. И я вспомнил наше положение и наше препирательство. Если мы помолимся час или 2, много стало тех, кто выражает недовольство и жалуется, говорит имамам: вы увлекаете нас. Я вспомнил слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям: не бедности я для вас боюсь. Да, они бедные, но у них есть терпение к совершению поклонений. А мы, у которых есть благосостояние и милости Аллаха, открыто и тайно, мы привыкли к лени, расслабленности и апатичности. Клянусь Аллахом, самый бедный человек из нас считается у них богачом. И валлахи,
После того, что я увидел, я боюсь, что мы уже получили воздаяние за наши хасанаты в этой дуне. Разве бедность не испытание и экзамен? Также и благоденствие является сильным испытанием и экзаменом. Всевышний Аллах сказал: «Когда мы даруем милость человеку, он отворачивается и удаляется в гордыне. Если же его касается беда, то он приходит в отчаяние». Скажи, каждый человек избирает свой путь, а вашему Господу лучше знать, кто следует более прямым путем. После Кияма они взяли нас с собой на Сухур. После него мы сразу же вернулись на фаджр намаз. Потом люди собрались вокруг мечети. Мы дали им некоторую помощь в виде продуктов, одежды на праздник и деньги для нуждающихся. Потом мы попросили нам показать, как дети читают Коран. Они позвали: «Закария». И пришел Закария, маленький мальчик 10 лет. Он произнес истиазу и начал читать аяты из суры Аш-Шура. Я и мой товарищ стояли пораженные и очарованные красотой его чтения. Когда он закончил читать, мой товарищ взял его и записал полностью суру с ним. Одним из главных видов деятельности этой благословенной организации помощников сунны Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, да'ават граждан к исламу в Бенине, Мали и соседних странах, с их помощью приняли ислам тысячи людей, несмотря на их малые возможности и поддержку. Поддержки и помощи нет вообще, но эта организация очень деятельная и ревностно относится к исламу. В чем она может быть ревностной? Послушай, да сохранит тебя Аллах, как она может быть ревностной. В 1404 году по хиджре в Нигерии случилась засуха, и голод был еще более сильнее, чем теперь. И пришла христианская организация для того, чтобы воспользоваться тяжелым положением людей. Ради справедливости скажу, что не все они пришли с такими намерениями. Среди них были те, кто предоставлял помощь из гуманных соображений, сочувствия и милосердия. Однако большинство из них знают, чего хотят, что планируют и замышляют. Они сконцентрировались в городе Малика, одном из самых главных городов пустынного Нигера. Они построили в нем самую большую церковь, помогали людям, возвели христианские школы, больницы, социальные организации, раздали гуманитарную помощь. Через несколько лет туда пришел священник и прочитал лекцию в той большой церкви. В ней он ругал ислам и пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Новость распространилась среди бедняков. Они поднялись ради своего ислама, помогать своей религии и своему пророку, алейхиссаляту вассалям. Они разрушили церковь до самого его основания, но их пыл на этом не угас. Они окружили город со всех сторон, чтобы собака-священник не смог выйти из него. Они не прекратили осаду, пока не схватили его и убили. Это мусульманский Нигер. Несмотря на свою бедность и нужду, не перестает гордиться своей религией и защищать ее. Послушай же вести величия, которые пришли к нам из Сахары Нигера. Во-первых, ты должен знать, что гуманитарная помощь доходит до больших городов и близлежащих местностей. Что касается деревень, пустыни, то туда не смог добраться никто, кроме христиан, потому что у них есть грузовики, машины и все возможности. У них даже есть вертолеты, и они передвигаются по воздуху, куда пожелают. Представь, что правительство Нигера владеет только одним старым самолетом. После нашей экскурсии по городу я захотел поехать в пустынные деревни, и мы решили большую часть продовольствия, которое мы имели, раздать там. Там, в пустыне, в 1000 километров от столицы Ниамея, началось наше пустынное путешествие. Мы договорились с одним продавцом, который продавал и покупал пищевые продукты и домашний скот, о покупке 300 тонн проса, который является основным продуктом питания в Нигере. Мы также купили 300 коз. Этот продавец взялся за то, чтобы доставить все это туда.
и он взял цену за покупку и доставку. Мы постарались, чтобы овцы достались сиротам и вдовам. Они едят и пьют и одеваются от коз. Они — одна из самых больших милостей для людей пустыни. Всевышний Аллах сказал: «Неужели они не видят, что из того, что совершили наши руки, мы создали для них скот, и что они им владеют, мы сделали его подвластным им. На одних из них они ездят верхом, а другими питаются. Они приносят им пользу и питье. Неужели они не будут благодарны? По причине засухи и прекращения дождей животные и растения на пашне умерли, и люди крайне нуждаются в овцах. И Аллах сделал удачным нашу покупку и ее распределение. И Аллаху принадлежит вся хвала. Но коз всего 300, а людей 1000. Дорогие братья, привлекает в себе внимание то, что во всех пустынных деревнях, в которых мы были, развернута бурная деятельность христианских организаций. Их следы видны, так как они прорыли колодцы, построили французские школы, больницы, в которых раздаются лекарства и предоставляется лечение бедным во имя Церкви и Христа. С другой стороны, мы видели усердие людей пустыни к изучению Корана и обучению малых детей. Мы слышали фатиху, которая слетает с уст маленьких детей правильно и четко. Мы видели бетонные строения христиан, которые предоставляют все возможности, и видели мечети из соломы и глины, которые жалуются Аллаху на свое состояние.